Всем привет! В эфире утреннее шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International. Увлекательные беседы, классный контент, отличные гости. И это все ждет вас в скором времени. Оля, ты довольна тем, как провела лето? Ты знаешь, это лето для меня поделилось на 3 части. Ура, скоро лето, лето ты где? И пока лето. Ну, я думаю, что ты видел мои посты в Инстаграм на эту тему. Да, конечно, я видел посты в Инстаграм, но там еще были и такие: я скоро стану миллионером, главное верить в себя и одолжи 4 рубля. Леш, я вообще-то имела в виду посты на тему того, что наступила осень. А, ты про осень. Осень – отличнейшая пора. Я бы уже с удовольствием куда-нибудь уехал месяцев так через 9, когда отпускные начислят. Сегодня четверг, 5 сентября, и это важный день в истории музыки. В этот день, в 1946 году, родился Фарух Булсара, впоследствии ставший известным как Фредди Меркьюри, вокалист группы Queen. Сегодня в нашей традиционной рубрике ТОП-5 мы представим вам интересные факты из жизни этого музыканта. Будущий рок-музыкант родился в городе Занзибар на одноименном острове, в наши дни входящий в состав Танзании. При рождении мальчик получил имя Фарух, что означает «прекрасный, счастливый». В 6-летнем возрасте родители отправили его учиться в индийский город Пагчани, где одноклассники, в основном англоязычные, стали называть его Фредди. В 9-летнем возрасте Фредди начинал собирать почтовые марки, подбирая их по цвету, размеру и типу. Основную часть его коллекции составляли марки из Занзибара и Британской империи. В 1993 году Национальный почтовый музей Великобритании приобрел коллекцию марок Mercury. Все деньги от продажи были перечислены одной из благотворительных организаций. Во время выступления на сцене одной из визитных карточек музыканта были активные перемещения со стойкой. Началась эта традиция так. Еще в 1969 году на одном из выступлений Фредди так активно использовал микрофон, что расшатал крепление стойки. Тогда он прямо во время исполнения песни отвинтил мешавшую ему нижнюю часть и стал выступать с микрофоном в руках, с которого свисала верхняя часть стойки. Знаменитую эмблему группы Queen Фредди Меркьюри разработал сам. Зашифрованы на ней музыканты группы. Брайан Мэй, рак по гороскопу, изображен как краб. Джон Дикон и Роджер Тейлор — львы. Эти знаки размещены по бокам и в центре эмблемы. А самого себя Фредди, дева по гороскопу, изобразил в качестве 2 крылатых девушек-нимф. Феникс же символизирует возрождение и новую жизнь. Меркьюри очень любил кошек. Во время гастроли он даже звонил по телефону в свой собственный дом, и его давняя подруга Мэри Остин помогала устроить сеанс связи с его любимцами. Первых питомцев музыканта звали Том и Джерри, а всего у них было около 10, причем многие из них были взяты из приюта. Кошкам был посвящен сольный альбом музыканта «Мистер Бэд Гай». Мы снова в студии утреннего шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International. Пришло время представить первого гостя нашей сегодняшней программы. Это участник команды КВН «Доктор Хаус» Павел Малахов. Когда больше всего хочется есть? Всегда. Какая на вкус муравьиная попка? Кислое. Чем правда глаза колет? Ножом. Самое известное японское слово. Херксоносто. Как будет дверь по-турецки? Холстышемазу. 2 головы хорошо, а 4... Это странно. Вместе со своей командой «Доктор Хаус» могилевчанин Павел Малахов успешно проявил себя в премьер-лиге клуба веселых и находчивых. Впереди самое главное выступление сезона — в финале. Несмотря на это, Павел сумел найти время и заглянуть к нам в студию. Паш, привет! Привет. Привет. Здравствуйте. Что ж, хотелось бы начать с того, что мы от души поздравляем тебя и всю команду «Доктор Хаус» с проходом в финал премьер-лиги КВН. Спасибо, ребят. Вот уже 3 месяца как принимаю ваши поздравления. Спасибо. Спасибо. Паша, а когда тебя поздравляют с какими-то событиями важными в твоей жизни, ты кого благодаришь? Маму, папу, всех твоих поклонников? Я благодарю маму, папу, дедушку, бабушку, свата, тестя, зятя, кума, ну и, в общем, свадьбу. Ашурин, а деверь? Ну, я благодарю, конечно же, Господа Бога, потому что куда без Него. Сколько в день надо сидеть над сценарием, чтобы получить какой-то результат? Либо ты сидишь в день по полчаса, либо 3 часа за 5 дней до игры. Как тебе легче, как тебе лучше работается? Ну, знаете, когда, допустим, 3 месяца до игры, ты не ощущаешь какой-то Дедлайна. Да, какой-то нагрузки. Когда у тебя 5 дней до игры, ты начинаешь понимать... Пахнет жареным. Да, ты хочешь победить, то, конечно, надо собираться каждый день, писать много, сильно и отсылать все на проверку. Чтобы написать шутку, что надо сделать? Надо сесть в круг, разжечь костер. Это очень важно. Открыть форточку.
потому что, ну, так нет. Позвать авторов, они тебе напишут шутку. Серьезно? Все, да. Все просто так? А ты автор или тот, кто сидит в круге? Я автор команды КВН Доктор Хаус, да. И актер, ну, то есть это все. Ну, в команде все пишут, все хотят, чем могут помочь. То есть прям такого нет. Вот я только автор и все. А вот чемоданы носите сами. И нет такого, кто я вот только стираю это. Ну, да. Я только готовлю, поэтому я шутки не пишу. То есть такого нет. Слушай, а сколько по времени ваша команда Доктор Хаус существует? С 2008 года. Ты с самого начала там был, да? Мы играли в КВН школьный, потом студенческий, потом уже вот такой телевизионный. Ну, вот такой КВН телевизионный мы играем порядка 4 лет, поэтому 4 года. А так вообще в целом, да, с 2008. А почему назвали так Доктор Хаус? Это отсылка к известному сериалу или просто? Мы назвали Доктор Хаус, потому что была тема игры какая-то, типа там медицинская, что-то, здоровый образ жизни, что-то такое. Ну и мы, не мудрство, а лукаво, взяли такое название. По актуальному туда сериалу Доктор Хаус. Вы смотрите утреннее шоу «Подъем» на телеканале ТНТ Интернешнл. И у нас в студии представитель команды Доктора Хаус Павел Малахов. Да. Привет. Паша, расскажи, пожалуйста, как складывался ваш путь к финалу Премьер-лиги? Все довольно просто. Мы приехали на 1/8, вышли в 1/4. Приехали на 1/4, вышли в 1/2, он же полуфинал. И приехав на полуфинал, собственно, мы вышли в финал. Паша, из конкурентов по финалу можешь кого-то особенного выделить? В финале, во-первых, слабые не играют, это правда. И второе, нельзя кого-то назвать каким-то типа вот он фаворит. То есть бывает такое, что вот приезжает фаворит, и он далеко не фаворит, а фаворит тот, кто далеко не был фаворитом. Поэтому это Черные очень... лошадки, Да. андердоги. Да, да. Паш, а может быть тебе нравится самому какой-то юмор определенной команды? Да, мне нравится команда Буряты, только потому что они уже играют намного больше и дольше. Они играли еще в Премьер-лиге в 2015 году и вышли 2016 года, и сейчас они опять с нами играют в Премьер-лиге, поэтому для меня они большие кумиры. Когда-то я на них смотрел и думал, когда я буду там играть сам. И сейчас играешь? И сейчас играю вместе с ними, да. Паш, мы всем нашим гостям предлагаем сыграть в различные игры, интерактивы, и для тебя мы тоже подготовили один. Скажи, пожалуйста, ты готов? Я готов как никогда. Смотри, правила довольно-таки простые. Мы сейчас будем тебе показывать фотографии групп людей. Ты должен представить, что это команда КВН, и как ты ее назвать. Желательно креативно и весело. Все, готов? Да, давай. Итак, первая картинка. Команда КВН «Веснянка». Сильвестр с Веснянкой. Сильвестр с «Веснянки». Сильвестр со столовой, да? Да. Давай, вторая. Сборная ММДэмс. Little Big, я не буду креативить на этом. Команда КВН «Мы по обмену». Команда КВН. Команда КВН «Педагогическое общежитие». Денис, пока ты в отъезде, я так скучаю по тебе. Да, такая. Сборная Беларуси по футболу. Это по хоккею. Ну, в общем, деревянные ребята, да, какие-то? Какая разница? Да. Команда КВН «Русская дорога». Команда КВН ООО «Веросок». Команда КВН «Доктор Хаус», по-моему, да, если я не ошибаюсь. Хорошая команда из Могилева, белорусы. Все. Все, закончились. Паша, ты красавчик, отлично справился. Я старался как мог. Мы снова в студии утреннего шоу «Подъем» на телеканале ТНТ Интернешнл. У нас в гостях участник команды КВН Доктор Хаус Павел Малахов. Ты кроме КВН чем-то еще занимаешься? Нет, только КВН. Только КВН? Только КВН, да. А деньги откуда? КВН. Александр Васильевич каждый месяц, вы не знали? Каждый месяц на карточку перечисляют деньги. А можно, чтобы он мне тоже присылал на карточку? Да, вам надо просто Надо реквизиты смс-ку отправить, да. и все. СМС-ку я готова. Ну, в плане играть в КВН и все. Все, и сразу на зарплату. Да, тебе сразу несете трудовую книжку. Пенсия идет. 4 сразу. фотографии, это все это положено, и все, да. Все так просто, да? Очень легко играть в КВН, все могут, да. Поэтому и КВН никого не забывает, никого не бросает. Все там добиваются. Братство, плечом к Братство, плечу. да. Я поняла, ребят. Татуировки все делаем одинаковые. Покажи.
но там нельзя. Там нельзя показывать, да. Паша, как ты относишься к женским командам? Как к конкурентам, как я к ним отношусь? Как к ним не можно относиться? Ну нет такого, что женский юмор это... Ну, Женский юмор очень коварный юмор. Женщины, когда выходят на сцену против тебя играть, они очень коварны. Они начинают ныть, плакать, говорить, что они играют против мужских команд, как им тяжело. И все такое. То есть они очень такие девочки коварные, да. ну неправда. Пожалуйста. Правда? Ну неправда. Вы играли в КВН? Я играла в КВН. То есть вам приходит 50 рублей, да? Нет, не приходит. такое, Я играла в низкий КВН. 27, значит, у вас сейчас должно быть. Паша, как ты относишься к такому стилю юмора, как стендап? Для меня стендап — это какой-то, знаете, такой человек, который я считаю, а вы замечали, а знаете ли вы... То есть он делится просто своей какой-то жизнью, своим каким-то... Ну, то есть он мало фантазирует. Я смотрел стендаперов тогда, может, он уже давно шагнул вперед сам стендап, но я лично этот жанр не особо смотрю. Паша, я знаю, что у тебя для наших телезрителей есть какой-то подарок. Расскажи, что за он. Я принес майку группы поддержки команды КВН «Доктор Хаус». Вот она выглядит вот так. Это размер S-очка. Если кто-то выиграет человек побольше, вы можете ее поменять. Но пока предварительно это S-очка на девушек. Вот. Вот такая маечка. А для тех, кто хочет получить в подарок себе эту замечательную майку, вам нужно подписаться на инстаграм команды КВН «Доктор Хаус», на инстаграм утреннего шоу «Подъем». Потом вы увидите фотографию, где будем мы втроем, и вот эта замечательная майка. Вам под этим постом нужно будет оставить свой комментарий, и мы случайным образом в ближайшее время определим победителя. Паш, спасибо большое, что пришел к нам в гости. Желаем удачи в финале премьер-лиги. Будем держать кулачки и болеть за вас. Паш, спасибо огромное. Удачи вам. Спасибо вам, ребята, за приглашение. Очень рад был у вас быть. Вы смотрите телеканал ТНТ International, и это утреннее шоу «Подъем». Оля, вот одни из самых популярных тем у видеоблогеров — это красота, мода, внешний вид. Почему так? Потому что мы все хотим выглядеть очень модно и красиво. И для этого иногда могут очень пригодиться советы со стороны. Тогда давайте прямо сейчас посмотрим нашу следующую рубрику «Модный гардероб». Из нее можно узнать очень много полезного. Аксессуары – главный элемент образа любой модной девушки. И с каждым годом они все больше и больше выходят на первый план. Давайте разберемся, какие аксессуары актуальны в этом сезоне. Структурированные сумки. Осенью 2019-го сумки имеют четкие геометрические формы. Они всегда выглядят эффектно и остаются вне моды и вне времени. Ботинки на шнуровке. Их можно будет увидеть этой осенью на каждой моднице. Такая обувь может быть как с острым, так и с квадратным мысом. Массивные цепи. Этот аксессуар также является подтверждением того, что мода циклична. Если раньше такие цепи носили влиятельные мужчины в 90-е, то теперь они перебрались на изящные шеи модниц. Пухлые клатчи. Мягкие, объемные клатчи, похожие на подушку, осенью будут невероятно актуальны. А если вам некого обнять, то и тут такой клатч вас выручит. Ободки. Ободки переживают возрождение и приобретают объемные формы. Они могут быть как просто перетянуты нейлоном, так и украшены различными камнями и стеклярусом. И не забудьте потуже затянуть пояса стильным ремнем. Будьте яркими вместе с нами. Мы снова в студии утреннего шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International. И пришло время встречать нашего следующего гостя. Это композитор, певец, музыкант Ян Ярош. Чего боится кошка? Кота. Какие анекдоты самые смешные? Про людей. Кто отец опарыша? Ярош. Почему зеленка зеленая? Потому что черничка так себе звучит. Куда нельзя пускать женщину? Женщин можно пускать всюду. На счету Яна Яроша участие в многочисленных телевизионных проектах, благодаря чему стал хорошо известен публике в нашей стране и за ее пределами. В мае этого года вышел первый сольный альбом молодого музыканта. В данный момент Ян работает как над авторским материалом, так и активно сочиняет музыку для молодых артистов. Привет, Ян. Привет. Доброе утро. Доброе. Ян, ты родился в семье потомственных музыкантов. Не считаешь ли ты, что твоя музыкальная судьба была уже как бы где-то там предопределена? Совсем нет. У меня есть два прекрасных старших брата. Самый старший программист, средний старший перфузиолог.
Кто? Перфузиолог. Это человек, который ставит аппараты искусственного кровообращения, импланты сердца, легких и так далее, и так далее. Поэтому совсем не предопределено, совсем это было не решено. Это вот третий младший сын в семье Ян решил в музыку удариться с головой и полностью. Но родители никогда не давили, они всегда поддерживали, что тебя, что твоих братьев. Да, кто какой дорогой хотел идти, тот, собственно, и шел. Да, я благодарен своим родителям за то, что они не ставили мне такой преграды тяжелой, как свое какое-то отторжение музыки как профессии. То есть они всегда поддерживали, что если ты этого хочешь, значит, ты этого добьешься. Если ты будешь много прикладывать усилий к чему бы то ни было, значит, ты в этом будешь хорош. Поэтому мне было очень приятно, лестно, что меня родители поддерживают. Ну, это здорово. Ян, скажи, пожалуйста, вот на твоем счету и музыкальная школа, и профильное образование. Вот насколько важно для современного музыканта образование? Или можно вообще без образования неплохо? Мое мнение, что каждый человек, профессионал, должен заниматься своим делом. То есть существует, конечно, малый процент гениев, которые просто взяли камеру и начали снимать красиво. Но здесь у нас есть съемочная команда, которая училась на это. Здесь у нас есть ведущие, которые учились на это. А это не точно. Но это не точно. Но, по крайней мере, вы там потратили кучу какого-то своего времени, чтобы научиться профессии. Просто занимать музыкой как хобби, это нельзя назвать искусством. Если только это не какой-то гениальный человек, там как Курт Кобейн, если это не Битлз, то есть просто люди, которые настолько кайфанули от того, что они собрались и начали это делать, то это тогда легендарно, замечательно и круто. Но я сетую за то, чтобы каждый музыкант, каждый человек был на своем месте. Если ты профессионал и потратил 25 лет, допустим, на то, чтобы делать столы и стулья, не может быть, что человек, который делает стулья первый день, делает их с таким же опытом и с таким же знанием, что это И так же хорошо. И да? так же хорошо. На твоем сайте написано, надеюсь, скажу дословно, Ян Ярыш — это интеллигентная и элегантная музыка с оглядкой на мировые стандарты. Что-то такое, да, там написано. Что ты вкладываешь в это понятие? Это понятие мы придумали с ребятами, когда вот только-только начинался мой авторский путь и мое участие на «Голосе краины» 4 года назад. Мы придумали такое понятие, как вот интеллигентная популярная музыка. Что я вкладываю в это понятие? В то, что у меня образования и знаний хватит завернуть и сделать сложную музыку, которая там не поймет 98% людей, слушателей, которые поймут там критики или которые поймут музыканты, скажут: блин, классно, ты вот тут доминантовый септаккорд разрешил и вот тут Лёша смодулировал. понимает. Ну, вот Ты всё. вот понимаешь, я смотрю. И типа все классно, все завернуто, все сыграно, все хорошо. Но я понял, что самое крутое — это как можно проще выразить такие сложные эмоции, как любовь, как ненависть и так далее, так далее. Через музыку, да? Через музыку, да. Что в простоте заключается все самое невероятное и самое прекрасное, до чего можно додуматься. Смысл искусства и всего, в моем понимании, это выразить максимально просто сложные эмоции, сложные мысли. Мы вернулись в студию утреннего шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International, и у нас сегодня в гостях певец и композитор Ян Ярыш. Привет еще раз, Ян. Привет, доброе утро. Ян, я знаю, что недавно у тебя вышел твой первый альбом. Расскажи нам про него подробнее. Каждая ли песня кому-то посвящена, либо это просто твои какие-то переживания, либо это композиции, которые рассчитаны на потребление масс твоей музыки? Но в целом мне хочется, чтобы любая музыка была рассчитана на потребление. Это сразу меня так начинает немножко подколбашивать, потому что, да, я делаю не такую сложную музыку в записи. На концертах вы услышите небольшие замудренности. Но в записи это довольно простая музыка, простая, понятная. И альбом вышел как раз к моему эфире на песнях ТНТ. Я там пел песню «Время не лечит», поэтому назвал альбом «Время не лечит», для того, чтобы это облегчило поиск прекрасно людям, которые увидят этот эфир и начнут гуглить, смотреть и переживать за меня в рамках этого шоу.
И он состоит из 8 композиций. Все композиции очень печальные, грустные, животрепещущие. Там даже есть песня «Печаль», которая не самая, как удивительно, грустная песня в альбоме. Но мне захотелось все грустные песни написать уже на первом этапе. Для того, Отстреляться, да? да, чтобы к этому не возвращаться. Было о чем написать, было за что поболеть, за что заболеть. И собирательный такой образ из всех моих неудачных отношений собрался и вылился в этот альбом. Да? А у тебя что, могут быть неудачные отношения? Они у всех могут быть. А почему? Ну, не знаю, красивый мальчик, все талантливый, замечательно. Что думаешь, нету плохих девушек? Так надо выбирать хороших. Мальчики-то Так все тут- хорошие, это само собой. Ага, все твои музыкальные произведения, они из Это тебя, да? собирательный образ, да, собирательный образ моих неудавшихся отношений, потому что амбициозность и какое-то желание оставить в музыке что-то и что-то написать хорошее и в этой профессии остаться, оно зачастую противоречит обычному такому семейному к счастью, очагу и разъезды. Это не каждый может вытерпеть. И не каждый может вытерпеть этот эпатаж. Это все, что видно через экран. И Ну, вторая когда- половинка — это всегда тяжело. Ян, а вот музыкальные телевизионные проекты хороший повод заявить о своей музыке, и насколько туда тяжело попасть? Расскажи, пожалуйста. На сегодняшний момент их около 7 телевизионных проектов, в которых я поучаствовал, больших, известных, но не везде показывают, не везде Можно об этом рассказать. Не да? везде можно об этом рассказывать. И сейчас я тоже не могу рассказывать, где я участвую Мы знаем. или не участвую. Мы знаем, мы все Вот. знаем про тебя. Да, вы все знаете про меня, а вы пока что нет. И благодаря этому опыту я сейчас могу заниматься тем, что даю какие-то мастер-классы. Ян, мы для всех своих гостей подготавливаем небольшие задания, и Мгм. для тебя подготовили тоже. Ты готов поучаствовать? Давай, попробуем. В принципе, задание запредельно простое. Сейчас будут звучать известные песни, но задом наперед. А. Ты должен угадать, что это за них. Все просто. Все очень просто. Композицию, да. Классно, Очень здорово. Давайте слушаем первую. Это Макс Барских. Это либо «Сделай громче», «Подними глаза, сделай громче», либо эта песня, либо «Туманы». А сделай свой выбор. Громче, наверное. «Сделай Сделай громче». громче. Макс Барских, сделай громче твой ответ, да? Да, я Сейчас думаю, да. послушаем правильный. Почти. Слушай, если бы мы Полбалла, засчитывали, да? баллы, то Полбалла. полбалла были твои. Итак, следующий трек. Слушаем. Так, я уже узнал, я точно его слышал. Малый повзрослел, Коржа. Вот эта вот этой музыка, ее, дудки. по-моему, что задом наперед, Да. что так, она одна и Дудка, та же. она... Ну, Ее даже реверснули. Дудка, она и всё равно возвращается? ну, я она- сразу одна и та же И музыка. тембрально она какие вы умные. осталась. Слушаем третий трек. И вот так. Ну, очень похоже на Тиму Белорусского, конечно. Да, более классическая. Тима тогда даже, может, Более- в первый класс не ходил Да, еще. более я скажу. олдскульная. Арашная какая-то движуха, потому что мне слышится арабская какая-то Ну, мне история. тоже какой-то это. Ну, не- Наши? Наши. Прям, Ну, прям наши? Прям ну, совсем не наши? белорусы, но из просторов СНГ. И более олдскульная, когда я была маленькая, ты только родился. То есть ты думаешь, что настолько, что я тебя младше? Да. Ты меня прям Композиции- тянешь, я вижу. Композиции этой группы играли из каждого утюга в 2000-х. Там- Руки вверх. Да, а кто? А кто? 18 мне уже. Ну, давай, твой ответ — руки вверх, 18 мне уже. Губы тебя ласкают. Ну, клево же, да? Ой, классно. Хочется пожелать всем зрителям, чтобы чужие губы вас не ласкали. Итак, ребят, мы продолжаем и слушаем следующий трек.
Что знакомое было? О, это же моя песня. Это же время не лечит, Да? конечно же. Ну, Ну Давайте ладно, ты проверим, знаком да. с его творчеством? это же моя песня. Ну, конечно. проверим сейчас, проверим. Ну, просто ничего не изменилось. Да? Ну, тоже И ничего как не это? изменилось. Я ее просто так сочинил назад, задом наперед. А чуть кое-что пел, а потом реверснул. Это такая фишка, чтобы вокал звучал более мужественно. Чтобы ты попал к нам на программу и угадал, да? Да. Спасибо тебе огромное, ты молодец и Нет, отлично круто справился. Ой, да. спасибо, клево. Мне самому понравилось. Вы смотрите утреннее шоу «Подъем» на канале ТНТ International. И у нас сегодня в гостях певец, композитор Ян Ярош. Привет. Ян, когда ты давал интервью на телепроекте «Голос краины», Ага. ты сказал такую фразу, опять же, дословно, твои слова. В Беларуси не любят своих артистов. Почему ты так считаешь? Смотри, если фразу из контекста резануть, то будет казаться, что я просто Негодяй, да? негодяй. Но если послушать полностью интервью, то там можно зерно, которое я имел в виду, его достать и на него посмотреть. Я говорил о том, что белорусам вообще, нам, надо больше интересоваться собственным производством, собственной музыкой. Теперь уже 4 года прошло с момента моих слов, и сейчас, наконец-то, народ начинает понимать и смотреть, что да, у нас появляется много интересного, что купляете белорусское. Это не позорно, Это да? не позорно, действительно есть нормальные вещи в текстиле. Очевидно, есть нормальные музыканты у нас. Мне это было понятно еще 10 лет назад. Молочка хорошая. Молочка хорошая. И вот, я имел в виду, что музыку нужно свою слушать чаще и интересоваться именно своей музыкой. И сейчас это происходит. Сейчас свою музыку белорусы начинают слушать и любить в большей степени, как мне кажется. И я вот об этом тогда говорил. На самом деле, ты там потом еще досказал, что чтобы белорусы увидели белорусов, Да. надо куда-то выехать, себя выступить, показать. и тогда на тебя обратят Да, внимание. и Собственно, что ты и делаешь, да? Вот эта мысль мне не дает покоя. Я хочу, чтобы белорусы гордились тем, что у нас происходит, чтобы о Беларуси как о стране заговорили и в музыкальном плане, не только в разрезе тимы белорусских, а в разрезе еще музыки. Ян, я знаю, что ты для наших телезрителей подготовил какой-то подарок. Расскажи, пожалуйста, что это? Что это? Это альбом прекрасного исполнителя Жала из группы «Полиция», который называется «Nothing Like the Sun». Это второй студийный альбом Стинга на 2 винилах. Прекрасный, отличный альбом, на котором такие хиты, как «Fragile» прозвучали в первый раз и «Englishman in New York». Потрясающая вещь. Правила нашего конкурса остаются неизменными. Вам нужно подписаться на Инстаграм Яна, на Инстаграм утреннего шоу «Подъем». Потом вы увидите фотографию, где будем я, Ян и Оля и Стинг на пластинке. Нужно будет под этим постом оставить свой комментарий, и мы случайным образом в скором времени определим победителя. Ян, спасибо большое, что пришел Ой, к нам спасибо. в студию. Было интересно с тобой пообщаться. Будем следить за выходом твоих новых песен. Будем держать за тебя кулачки. Спасибо. Ян, спасибо большое тебе, удачи во всех твоих начинаниях. Очередной выпуск утреннего шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International подошел к концу. Друзья, а мы увидимся уже завтра, в пятницу, 6 сентября. К нам в студию снова придут интересные гости. Мы посмотрим хорошее видео и послушаем отличную музыку. Так что не пропустите. До скорой встречи. Пока-пока. Пока.